Любой художник испытывает страх перед чистым листом бумаги. Даже самый именитый творец, терзаемый собственными сомнениями, замирает с кистью в руках, не решаясь сделать первый штрих. Нетронутый холст такой величины поверг бы его в ужас. Бескрайней заснеженной тайге суждено было стать грандиозной картиной под названием «Южно-Якутский территориально-производственный комплекс». Вдохновения или даже смелости здесь было недостаточно. Здесь нужны были, чего греха таить, во-первых, деньги, и они нашлись, а во-вторых, люди, которые, в отличие от художника, не побоялись сделать первый шаг. Именно поэтому мы называем их не просто строителями, а первостроителями. Хотя и им, конечно, было чего бояться. Суровые зимы, отсутствие элементарных бытовых удобств, необходимость начинать все с нуля. Ерунда по сравнению с тем, что можно было бы не успеть выполнить решение партии и спущенный государственный план. Не будем забывать, время было другое, время было советское. И стройка, уже ставшая всесоюзной, непременно должна была быть и ударной. Но я вспоминаю времена 70-х, 80-х годов, когда страна вообще была так принята, жила великими стройками. Только прошли строительство Братской ГЭС, Усть-Илимской. Все жили и ежедневно слушали, как строилась Байкало-Амурская магистраль. И действительно строилась для того, чтобы не просто по ней поезда ходили, а чтобы осваивались, месторождения, строились новые города на востоке страны. И вот одним из первых в зоне БАМа было принято Центральным комитетом партии построить Южно-Якутский угольный комплекс на базе открытых геологами богатейших месторождений коксующихся углей. ЦК партии приняло решение, и срочно, как тогда было принято, если решение было, так сказать, опубликовано, надо было его немедленно реализовывать. Сам размах стройки, количество объектов, которые нужно там сделать, без всякого благоустройства, без коммуникаций, без ничего, это, конечно, вызывало, такую спортивную, будем говорить, злость. И злость интереса к такой великой стройке. Это была одна из крупнейших строек страны. Евгений Александрович Варшавский и Виктор Иванович Бочаров. Два, казалось бы, не похожих друг на друга человека. Живут один в столице, другой в городе Кемерово. Впрочем, точку пересечения этих двух судеб нужно искать за много тысяч километров отсюда. Собственно говоря, во многом благодаря этим людям точка эта и появилась на географической карте. А они одними из первых выучили непривычное слово «Нерюнгри», в то время, когда сам Нерюнгри только начинался. Вызвал меня министр, это был 1975 год, в конце апреля месяца, числа 28-го, перед маем, и говорит, вот прошел конкурс, Министерство угольной промышленности поручили реализовать выполнение постановления правительства и Центрального комитета партии по строительству Южно-Якутского комплекса. Создавать нужно новую стройку, комбинат, комплектовать людей, организовывать стройку. И самое главное, что деньги для этого строительства выделены не за счет бюджета страны, а за счет кредита иностранного, имеется в виду японского кредита. Было выделено $400 миллионов, это колоссальные деньги по тем временам, и стройка была названа компенсационной. То есть не интеграционной, как работали, положим, со странами народной демократии, они вкладывали деньги, им отдавали, продукцию, в общем, бартер своего рода был. А здесь нужно было отдать углем после окончания строительства. Сроки были очень жесткие. Нужно было в 1985 году, разговор был в 1975 году, даже в 1984 году поставить первый коксующийся уголь, и не просто уголь, а обогащенный угольный концентрат. Министр со мной переговорил, для меня это была совершенно новость. Правда, я имел за спиной уже порядочный опыт работы. Я 7 лет работал управляющим трестом Кемерово шахтострой, хотя мне было всего 40 лет. Это был один из лучших трестов в Кузбассе шахтостроительных. Может быть, поэтому на моей кандидатуре остановились. И говорит, вот что, давай-ка иди в ЦК партии, там тебя ждут, в отдел тяжелой промышленности. Если ты не возражаешь, а возражать ты не имеешь права, и давай собирайся. Я говорю, Борис Федорович, я еще ничего даже толком не знаю. Мы за тебя подумали, давай. После утверждения в ЦК
я понял, что отступать некуда. Некуда. Надо заниматься делом, которое тебе поручили. Вот. Опыт определенный был, пусть он не якутский, пусть он сибирский. Что-что, а строить кузбассовцы умели. За плечами у обоих опыт строительства крупных разрезов, заводов, поселков и городов. Но, несмотря на это, работу, которую им предстояло проделать, трудно было назвать привычной. Не будем забывать, они приехали практически в нетронутый, совершенно неосвоенный край. Как вспоминает Евгений Варшавский, в то время на месте будущего города был маленький разрез и всего 27 построек, включая 6 туалетов. Строить предстояло буквально с нуля, и строить нужно было быстро. Уже через 10 лет, срок для такого строительства чрезвычайно короткий, должна была быть начата отгрузка готового коксового концентрата. Иначе пришлось бы выплачивать штраф по $5000 за каждый день просрочки. Деньги по тем временам немалые, если не сказать фантастические. Значит, самое страшное это было то, что совершенно не было специалистов. А развивать стройку надо было во все стороны. Почему? Потому что у нас там строили 36 объектов. Это и разрез, и завод, и фабрика обогатительная. Это крупнейший наш объект. Вот. И жилье и соцкультбыт, и очистные сооружения, и водопровод, и хлебозавод, и молокозавод. Таким образом, широта стройки была необычная, и требовались специалисты разной квалификации. Кроме того, как у нас, к сожалению, в те времена было принято, я думаю, сейчас не лучше, полагается по строительным нормам подготовить площадку к строительству, подготовить документацию проектно-сметную, то есть подготовить плацдарм. Ничего готово не было. Я с корабля буквально в бой. Вот я один и все. Ну, потом я вызвал несколько человек, ребят, с которыми я работал, хорошо знал. Кемероуголь – это крупнейшее объединение было угольное в Кузбассе. Вот, кое-каких кадров, и мы так человек впятером начали потихоньку разворачиваться. Дирекция строительства занялась подготовкой проектно-сметной документации, определением лесного и земельного отвода. Но оставался главный вопрос – откуда и как доставлять оборудование? Ведь первое время оно было исключительно привозным. Годы становления оказались в этом смысле самыми тяжелыми. Отсутствовали строительные материалы, дороги, по которым их можно было доставить. Не было ни лесопилки, ни бетонного завода, ни автобазы. Не хватало жилья, столовых, питьевой воды. Не хватало всего, потому что ничего в сущности и не было. А люди тем временем ехали со всех уголков Советского Союза. Слухи о неимоверно высоких зарплатах, северных надбавках, целевых чеках распространялись чрезвычайно быстро и влекли в этот далекий и незнакомый край все новых и новых людей. Очень привлекательно было с точки зрения заработка. Ну и молодым людям, конечно, бам, рядом, значит, все это романтика, в уши каждый день поступает информация о великих стройках, что мы соучастники этого дела. Но это обернулось чем? Что приехал, положим, глава семьи на заработок. Значит, жена расстраивается, что он куда-то уехал, берет ребятишек в подол маленьких и появляется на самолете туда, прилетает в Чульман. Я каждое утро посылал туда автобус, люди специально были, кто приезжает, потому что что же делать? Звонят, мы сидим на вокзале, ничего, какой вокзал? В аэропорту там вот, значит, 3×4 помещения и самолет малюсенький, Як-40 в лучшем случае. И каждое утро, когда приходил на работу в 7 часов, у меня стояла, знаете, как на базаре очередь во время, когда по карточкам хлеб давали. Человек 15, 20, 30, 40 с ребятишками. Приезжали, первый вопрос, а где мой муж? А я говорю, а как у фамилия? А почему вы приехали? Надо же расселять, кормить. Рев стоял. Это было какие-то сумасшедшие дни, но это было лето еще, к счастью. А все так в зиму скатилось. Так вот, 96 палаток, мы каждый день обязаны были дать по 4 куба дров, чтобы не замерзли. Значит, а степняков специально держали.
Камацу бульдозера у нас были маленькие, таскали, там лес очень скудный, пилили все, что было вокруг, и таскали, чтобы, значит, дрова, пилили их пилой дружбы, и вот как-то поддерживали жизнедеятельность. Зима была ужасающей. Могу вам сказать, в палатках жило 1850 человек, в том числе 600 человек ребятишек. Вот так. Каждый третий обитатель армейской палатки – ребенок. Но в великой стройке нужны были не дети, а первоклассные строители, грамотные специалисты. Виктора Бочарова заранее попросили, а значит приказали, не брать людей из Кузбасса. Этого правила он старался придерживаться и впредь, на что его земляки нередко обижались. Между тем ЦК предписал каждому угольному объединению страны отправить в Южную Якутию по стройотряду. Это была реальная поддержка со стороны государства, первая и не последняя. Вскоре начальника комбината «Якутуглестрой» избрали, как тогда и полагалось, единогласно депутатом Верховного Совета Якутии. Новый статус открывал многие двери и позволял быстрее решать насущные проблемы предприятия. Мне удалось добиться с помощью министерства, что нас по снабжению прикрепили к оборонному ведомству, Минсредмаша. И мы материалы получали, правда, по счету, но получали все под красной полосе. Вот то, что надо металла, на. Правда, потом спрос был за это, но во всяком случае никто не голосовал, что у меня того нету. Я все думал, куда все это деть, все прет мне машины. Я могу сказать, что в первый год я получил 500 машин. 500 автомобилей, я не знал, куда их девать, понимаете. Стояли вот как на выставке где-то на автозаводе, когда сбыта нет. Вот представьте, картинки в газете бывают. Вот так стояли МАЗы, КРАЗы, потому что возить нужно было с Большого Невера, это ни много ни мало. Сколько там, 500 километров, я уже забыл, 400, по-моему, от нас. Дорога в то время такая была. Поэтому и техника шла туда, и люди стали подъезжать с Украины, значит, с Белоруссии, ну, со всей страны. И люди неплохие. Селекция, конечно, была, и попадали и пропоицы, и жулики, но это было единицы. Я с большим уважением отношусь к тем людям, с которыми мне первые годы пришлось работать. Они, как правило, и потом остались. И бригадиры, и герои соцтруда появился Михеев, и орденонос, и, значит, и все остальные. Тем временем комбинат набирал обороты. Создавались новые подразделения, строительные управления, тресты, автобазы. Коллектив «Якутуглестроя» на пике своего развития насчитывал почти 15 тысяч человек и, признаться, недостатка в чем-либо не испытывал. Единственное, чего не хватало начальнику стройки, так это сена. И данное обстоятельство поначалу смущало многих чиновников. Я, правда, в первый год стал думать, надо какое-то подсобное хозяйство. У меня тут все было, и я знал, что это поддерживалось, это культивировалось, что предприятие должно себя еще частично и кормить. Значит, я сразу попросил, и мне отдали совершенно никуда не годное хозяйство Якутугля. Якутугль находился в Якутске, у Тараскина. Вот хороший мужик, но что-то такое не любил, наверное, коров. А все это мне нравилось. Я забрал почти дохлых 50 коров. Значит, и потом сразу и сено в эту зиму, лето я накосил, и потом мне еще дали элитное стадо. Я когда уезжал, у меня был один из лучших совхозов с надоем 3000 литров. Может быть, вы сейчас не знаете, все уже, наверное, разрушено, но у меня было 3000 килограмм надоя в Якутии на привозном сене. Мы возили в Амурской области, и у меня в Амурской области еще телят было 400, так называемое ремонтное стадо. Это я вот все первые шаги закладывал тогда. Уже к 1986 году была проделана колоссальная работа. На некогда неосвоенной территории работниками комбината было построено более 30 крупных объектов. Среди них разрез Нерюнгринский, обогатительная фабрика, ремонтно-механический завод, аэропорт, хлебозавод, молокозавод и, конечно, сам город со всей необходимой инфраструктурой, детскими садами и школами. Во-первых, Нерюнгри – это по существу мое родное дитё. И я немало крови испортил, чтобы получить такой город, какой мы имеем. Для этого привлекались все силы, начиная от министерства и кончая Центральным комитетом партии. В чем главный вопрос? Я мечтал, и мечту свою осуществил, что у нас редко бывает, построить город с 2 проездами, построить город с 9-12-этажными домами,
Построить город нестандартной конфигурации, чтобы он не был, знаешь, как солдаты выстроены на плацу. Вот. А чтобы он имел какую-то оригинальность, какую-то изюминку. Но для этого надо было пробить больше, чем отбойным молотком, разрывной машиной. Надо было пробить нашу бюрократию. Самые счастливые для строителей моменты остались позади. Пуск домостроительного комбината, первый собранный дом, как подарок Московской Олимпиаде, и, конечно, сдача первой очереди угольного разреза. Вполне закономерно встал вопрос: а что дальше? Все, что партия велела построить, уже построено. Какие перспективы у славного коллектива Якутуглестроя? И есть ли они вообще? Конечно, такая мысль стала возникать, когда я видел, что мы через год-два все заканчиваем. Проект весь исчерпан, кредит весь заканчивается, мы его осваивали и отчитывались. За этим смотрело Министерство иностранных дел, потому что было подписано, комиссионное соглашение. Откровенно говоря, я, наверное, с 73-го года, 83-го стал перед министром ставить вопрос, что давайте загружать мощности. У нас стали мощности освобождаться. И мне же дали Бурею делать. Это неспроста ведь. Это я напросился. Я туда летал, принял строительное управление, начал в Бурее делать шахту. И знаю, что после меня я туда был у секретаря крайкома у Черного, и у нас там филиал был, у нас 2 строительных управления было. Это я же все организовал, зная, что здесь уменьшается объем работ, и самое страшное, когда коллектив не загружен и не видит перспективу. Я хотел забрать и вот эти дома, по-моему, без меня их делали, это при мне было принято решение. Вот электростанция в Читинской области, по-моему, помогите мне, я сейчас название забыл, вы знаете, это тоже комбинат, Шахстрой делал, и Якутуглестрой. И я очень настаивал, чтобы заложили при мне шахту Денисовскую. Я все материалы, это шахту я хотел делать, думаю, на шахту сейчас пойдет минимум 3-4 тысячи рабочих. Я сам шахтостроитель, я знаю, сколько это труда, сколько это материалов надо. Шахта – это не просто дырка в землю, понимаете, что надо всю поверхность сделать. И, откровенно говоря, когда меня вызвали в Москву и стали забирать в министерство, я мог, конечно, упереться и не поехать, но я знал, что здесь перспективы нет. И мы неоднократно и с Варшавским говорили, и с обкомом партии говорили, и с министерством говорили. Министерство говорило, что перед нами стояла задача, мы ее выполнили. А дальше, дескать, полномочия уже правительственные. Вот, наверное, вот так. Хотя сегодня случилось то, о чем мы говорили 20 лет назад. Город Нерюнгри был заложен в центре 5 угольных месторождений с прекрасным углем. И планировалось как? Разрез закончим, перейдем на шахту Глушинскую. С Глушинской на Чульманскую, на Чурмаканскую и так далее. И все это было в наших черновых набросках. И у нас мысли не было о том, что город вдруг останется ни с чем. Строитель – это не угольщик и не энергетик. Строитель – это особая, можно сказать, кочевая профессия. Сдав очередной объект, он уходит на новый. А если государство не дает работу такому мощному комбинату, то ситуация кажется безвыходной. Да, такой перспективы, как в 70-е годы, может быть и нет. Но ведь остались люди, грамотные специалисты и просто трудяги, честно строившие Южно-Якутский угольный комплекс вообще и город в частности. Я вспоминаю бригадиров в первую очередь. Васю Курчикова, Платонова, Михеева, Бекера. Это замечательные бригадиры, которые, Сироткину Нину, отделочницу. Это вот люди, с которыми с первого дня работали там. Я просто с уважением к ним отношусь. К руководителям, Семенков Сергей, Жук работал там главным инженером, Ганкин, жалко, что ушел из жизни, Кармазин. Я с теплом о них вспоминаю, толковые люди, с ними приятно было. Коваленко до сих пор, наверное, работает на механизации, транспортники.
Значит, Зинштейн был, значит, сейчас тоже не стало его, многих людей. В 1986 году первого начальника комбината Виктора Бочарова, дослужившегося к тому времени до золотой звезды Героя социалистического труда, сменил его земляк Евгений Варшавский, кстати, заслуженный строитель Российской Федерации. Третий начальник Якутуглестроя Эдуард Эстерлейн был также удостоен этого звания. А в начале 90-х ветер перемен, пронесшийся по стране, коснулся и некогда мощного комбината. Он был акционирован. Генеральными директорами были сначала Иван Фишер, а с 1996 года Леонид Жук. Сегодня предприятие возглавляет Газинур Даутов. И его политика привлечения молодых специалистов уже начала себя оправдывать. Сплав молодости и опыта дает неплохие результаты в работе. При этом открытое акционерное общество «Якутуглестрой» спустя 30 лет профиль своей работы коренным образом не изменило. Строительство по-прежнему остается его главной деятельностью. Продолжается производство деревообрабатывающей продукции, филенчатых дверных и оконных блоков со стеклопакетами, переработка и доставка грузов по Якутии. Удалось сохранить штат квалифицированных инженерно-технических работников, но той мощной стройиндустрии, которая закладывалась 30 лет назад, нет и быть уже, видимо, не может. Первостроители стали просто строителями. Их труд не так заметен, но тоже, согласитесь, нужен. Причем не только в родном городе, но и в Якутске, Хабаровском крае, Читинской области, Красноярском крае, Амурской области. Визитная карточка наших строителей за пределами Нерюнгри – Русский драматический театр, Дом правительства в Якутске, шахта Ургальская Хабаровского края. Кроме того, за последние 5 лет в Нерюнгри построены 3 девятиэтажки, учебный корпус Нерюнгринского технического института ЕГУ, школа-интернат в Янгре. А после наводнения в Ленске работники Якутуглестроя с нуля построили поселок Новая Мурья. Продолжаются работы на объектах Нерюнгринской ГРЭС, а также по завершению строительства дома в квартале Н. А в юбилейный для себя год город получил еще один подарок. Еще один новый штрих в своем облике – мемориал славы к 60-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Символично, что над ним трудились люди самой мирной профессии. Досадно, что люди эти пока вынуждены не строить, а ждать. Наверное, такой грандиозной стройки, как 30 лет назад, уже не предвидится. Но ведь на бескрайних просторах Якутии, да и России тоже, работа для легендарного Якутуглестроя есть. А значит, есть и надежда, что будут новые дома и дороги, заводы и фабрики, поселки и города. Люди будут жить, путешествовать и работать, а строители – строить. Невзирая на капризы суровой якутской погоды и, конечно же, не боясь, в отличие от художника, сделать первый шаг. Уважаемые первостроители, уважаемые ветераны города Нерюнгри, комбината Якутуглестроя. Получилось так, что в день съемок сегодня, 20 октября 2005 года, это день рождения комбината. Это не нарочно, действительно так получилось. Все вы прекрасно знаете, что комбинат и город Нерюнгри – это неразрывно они связаны. Что бы мы с вами ни говорили, а комбинат – это история города, а город – это история комбината. Комбинат на памяти многих – это многотысячный коллектив, это десятки подразделений, сотни, тысячи, десятки тысяч судеб и хороших судеб. Как сказал один английский философ, жизнь без труда – это воровство, что само по себе грех. Труд без творчества – это варварство. А как строить творчески, работать творчески, вы все прекрасно видите, выходя на улицы нашего любимого города. Действительно, город прекрасный, город построен творчески. В этом действительно заслуга всех работников комбината Якутуглестрой, и сегодня работающих, и работавших достойно все эти годы. Сегодня есть прекрасный повод поздравить вас с отличной, с хорошей датой, с днем рождения нашего с вами города. Пусть в нашем городе будет всем уютно, хорошо, мирного нам неба, чтобы действительно наш город стал для всех родным.
Для нас он уже стал родным. Пусть он будет родным для наших детей и внуков. Мы придумали город, там сложатся старые сети, и причалы базара одинаково рыбы дрова. Мы придумали город, в котором суровые дети и развешаны компасы вместо часов на столбах. Мы придумали город, в котором суровые дети и развешаны компасы вместо часов на столбах. Мы придумали честность, такую, что дай Бог любому. Если с кем-то беда, ты попробуй спрятать глаза. Если крик за окном, ты попробуй не выйти из дома. Если что-то не то, попробуй гасить паруса. Если крик за окном, ты попробуй не выйти из дома. Если что-то не